Ассаламу алейкум. С вами Магомед Элхаро, гильдия гидов Элхаро. Я поднимаюсь в заброшенном селу Гамсутель. Сейчас на полдороги нас УАЗики подняли. Дальше идем пешком. Вот по этой тропе. Видите, люди идут. Вон дальше, выше. УАЗики поднимаются вон до того домика. Стоит 500 рублей поднять. С реки. Дальше минут 40 идти пешком. Подъем на УАЗике занимает 5-6 минут. Великолепное место. Смотрите, вот на той стороне село Чох. Это село прямо вделано в скалу. Ступенчато, пирамидальным способом. И такой великолепный хребет сзади. Он решил его сам образовать. Ну что и сделал. Его захоронили. Думаете, на этом что закончилось? Нет, конечно. Женщины начали приходили на его могилу, пытались копать ее даже. Тогда мужчины наложили тяжелые плиты на могилу, чтобы они смогли его скопать. И что самое интересное, эту могилу можно сейчас там с его именем встретить. То есть камень уже, то есть на современном русском уже все обновлен, но могила есть. Мне кажется, был он не настолько невинный. Кто знает. Но история говорится о том, что она происходила в 16 веке. Но местные там говорят, каким бабушки рассказывали, что оплакивали этого красавца. Так что, может, даже это было позже. Фотографии нет даже. Хотелось бы, интересно посмотреть, конечно. Исключительно спортивный интерес. Может, он был харизматичный. Ну так, все, пошли дальше. Да. Вот это уже поздний Гамсутель. Люди спустились с горы, отстроили здесь, но его тоже покинули. Но есть здесь пару человек, видно по спутниковым тарелкам, даже не пару, а трое. Может, на лето приезжают. Типа как дачи. Точно не знаю. Виды, конечно, здесь шикарные. Вон оттуда двигается облако. Пока непонятно, застанет оно нас или нет. Но дождевики у нас есть. Видно будет, что произойдет.